Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в необозримый мир туманных превращений, когда миллионы новых поколений наполнят этот мир сверканием чудес, над головой твоей, далекий правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица. Я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая над тобой. Это строки Николая Заболоцкого, русского поэта, томик стихов которого в домашней библиотеке доктора филологических наук Фирузы Оздоевой, дочери вайнахов, как звали в древности народ Чечено-Ингушетии. Поэзия вообще радовала ее всю жизнь. Это моя бабушка в национальном одеянии. Так вот одевались женщины раньше. Она была очень таким интересным человеком. Она очень любила рассказывать сказки, много знала сказок, легенд, всякого рода, шутки, прибаутки. В общем, ее так можно назвать сказительницей. Я очень хорошо помню ее, очень любила слушать, как она играет на гармонике и поет. Оздоева защитила докторскую диссертацию по вопросу морфологии нахских языков в сопоставлении с иберийско-кавказскими. Она знает киргизский, английский, немецкий, французский. Ученый-коммунист Фируза Гиреевна Оздоева воспитывает молодые кадры науки в Чечено-Ингушском университете. Работает в Советском комитете солидарности стран Азии и Африки. Все свое свободное время она в горах, где много интересных историй, где очень добрые люди, и каждый рассказывает их на своем наречии.